Ракета – изделие штучное, особенно межконтинентальное. И уж тем более космическое. Можно ли наладить конвейерное производство космических ракет? Первыми отвечать на этот вопрос пришлось ведущему конструктору Королевского особого КБ Дмитрию Козлову и директору авиазавода в Куйбышеве Виктору Литвинову. Артиллерист и авиатор должны были организовать серийный выпуск межконтинентальных баллистических ракет Р-7. Вся жизнь моя была связана с изделием 7. Оно потом вот вместе со мной перешло сюда на завод Литвинова, на авиационный завод, как серийное изделие для войск, для ядерного щита. Самая мощная ракета в мире встала на конвейер уже в конце 1958 года. Тогда же, ровно полвека назад, было решено в нынешней Самаре, в то время Куйбышеве, создать филиал ОКБ-1. Ныне он называется Государственный научно-производственный ракетно-космический центр ЦСКБ «Прогресс». В лучшие времена в Самаре за год выпускали до 60 ракет различного назначения. Базовая Р-7 стала основой для 9 модификаций. Самые известные «Спутник», «Восток», «Восход», «Молния» и «Союз». Ракета «Союз» является рабочей лошадкой, в первую очередь, пилотируемой тематики. И грузовые корабли, и пилотируемые корабли запускаются только нашими ракетами. Сейчас «Союз» – общепризнанный мировой космический бренд и лидер пусковых услуг на всей планете. Самая перспективная из последних разработок – ракета-носитель «Союз-2-3» создана только на российской элементной базе. Грузоподъемность этого корабля – до 15 тонн. Вот уже ракета «Союз-2-3», у нас ее несколько модификаций, 11 тонн, 13 тонн, 15 тонн выведения на низкоземную орбиту. Вот как раз мы предполагаем, что эти ракеты будут участвовать в лунной, марсианской программах, потому что они в состоянии уже выводить грузы на орбиту, на околоземную орбиту, из которых потом можно собирать определенные модули, определенные агрегаты, аппараты, которые могут полететь дальше к Луне, к Марсу и к другим небесным телам. Космонавт-испытатель Олег Кононенко – первый специалист ЦСКБ «Прогресс» в отряде космонавтов. В Самаре он начинал инженером, вырос до ведущего инженера-конструктора космических аппаратов. Олег всегда мечтал о полете в космос. Поэтому я осознанно выбрал авиационный институт, по окончании которого я осознанно выбрал предприятие ракетно-космической отрасли. Вот, осознанно шел к цели. В ближайшие дни Олег Кононенко в составе 17-й основной экспедиции на МКС отправится в космос на корабле «Союз ТМА-12». Лучшего подарка к юбилею родного предприятия трудно придумать.